Да, я поняла, как щелкается. Отлично. Ну что ж, дорогие друзья, мы с вами начинаем. И начинаем такую очень интересную тему, которая кажется иногда, что, ну, может быть, скучновато, может быть, уже это настолько приелось и настолько вот на каждом углу и везде говорят про патриотизм, про историческую память, национальную культуру. Но сегодня мы с вами поговорим об этом абсолютно по-новому. И посмотрим, какие же все-таки интересные, уникальные молодежные проекты есть в этой сфере. Напомню, что чаще всего я буду обращаться сегодня к тому, что делает Росмолодежь, к тому, что делает российское движение детей и молодежи. И мы с вами, конечно, будем говорить про самые-самые интересные проекты именно по этой номинации. Ну и данная номинация называется во всероссийском конкурсе молодежных проектов, молодежь гранты «Помни». И здесь мы с вами задумываемся, а что же интересного, что нового, что непривычного мы с вами можем сделать. И готовя эту тему, я столкнулась с такой интересной историей. Посмотрите, как вам, если бы это был не Берингов пролив, да, а пролив Дежнева, а именно так мог бы называться вот этот пролив, который соединяет Азию, вернее, который проходит между Азией и Северной Америкой. Задумываемся, касается ли это патриотизма, касается ли это сохранения исторической памяти, и получаем однозначный ответ. Конечно, да. И в чем же здесь состоит история? А в том, что, оказывается, когда Дежнев путешествовал, отправился в Сибирь, а потом и на Чукотку, он одним из первых открыл этот пролив, но так как после путешествия он оказался в Якутии, все вот эти вот документы, которые зафиксировали, что есть такой пролив, они там и остались лежать. И мировой общественности не были представлены вот к такому большому сожалению. А здорово было бы, да, чтобы все-таки это был пролив Дежнева, и мы еще бы с большей гордостью, которая сейчас у нас все увеличивается, потому что наша страна расцветает, и мы гордимся тем, что мы делаем, еще бы был вот такой замечательный факт. Еще одна интересная история. Посмотрите, пожалуйста, и, возможно, кто-то можно отвечать в сообщениях, ответить на данный вопрос. Вот этот город был важным центром транзитной торговли на Сибирь. Переключилась немножечко. И кто-то из вас, например, знал, что действительно это было давным-давно, по-моему, это было даже в 17 веке. Сейчас, если позволите, я как раз-таки проверю. И где же это находится? И как называется? У меня почему-то отключается микрофон время от времени, но пока он отключается, я жду от вас ответов. Что же это такой интересный город находился на тракте? И это было на территории нынешней республики Алтай, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской и Томской области. И это еще было в 1604 году при Борисе Годунове. Друзья, попробуйте ответить на этот вопрос.
Так, я увидела чат. Угу. Но в чате я пока не вижу ответов. Я дам подсказку. И это был, и вернее, есть замечательный город Томск. Еще одна интересная история в нашей стране. Наверняка вы знаете вот этого композитора, который во время Великой Отечественной войны жил в Ленинграде. Он очень хотел пойти на фронт, но так как он работал в сфере искусства, то его не отпускали, и он был замечательным композитором, и как композитор он мог принести гораздо больше пользы, и, например, его 7-я симфония или Ленинградская, которая была сыграна именно во время блокады, тоже стала знаменитой. И наверняка вы знаете, кто это, и можно тоже написать ответ в чате. Замечательно, да, конечно, это Шостакович, но я еще добавлю, что мой дедушка в это время как раз-таки был на Северо-Западном фронте, и когда была блокада Ленинграда, то он как раз-таки был в обороне. Моя бабушка, другая бабушка, с другой стороны, она как раз-таки в год Великой Отечественной войны в 1941 году тоже закончила школу и пережила блокаду. Еще одна интересная история. Наверняка вы это знаете, наверняка вы это читали о том, как подпольная организация была создана в Луганской области. И вот эта молодежь, и самым младшим из них было 14 лет, они совершали диверсии против фашистов и заходили на крупные объекты и старались их поджечь, взорвать и так далее. Ну и, конечно, для них это тоже бесследно не проходило. И я помню, когда в свои школьные годы я читала это замечательное произведение. В чате можно писать, как оно называется. И доходил до тех страниц, когда просто слезы текли ручьем, и возвращалась в начало книги, изучая, как начиналась биография каждого из них, и Олега Кошелова, и Зои Космодемьянской, и других ребят. И я жду названия в чате, жду названия, и замечательно. Можно другим ребятам тоже присоединяться и отвечать на эти вопросы. И действительно, это молодая гвардия, те ребята, которые ваши ровесники, которыми можно гордиться, и они действительно герои. Про Алексея Моресьева это даже не столько опрос для вас, сколько один из самых известных фактов про военную авиацию, военную разведку, авиаудары и так далее. И здесь можно придумывать тоже интересные проекты, интересные истории. Почему же я именно с этого начала с вами общение? Ну, во-первых, народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Вспомните, пожалуйста, кто же эту фразу сказал. Общепринятая версия есть одна, но я думаю, что даже раньше этого человека, знаменитого, известного человека, который это сказал, я думаю, и до этого тоже у нас на Руси, да, или на нашей территории, в России, в российском государстве, подобные истории тоже были, подобные обращения лидеров, правителей тоже были. Можно сейчас ответить, кто же эту фразу сказал. И если мы с вами знаем историю нашей страны, значит, мы с вами патриоты. Но возникает интересный вопрос. Что же считать патриотизмом?
И здесь мы с вами должны понимать, что не только военная патриотика, но и нечто более глубокое, более объемное является патриотизмом. И не только на данные тематики, на данные вопросы можно освещать или рассматривать проекты. Есть ряд таких проектов, которые придумали молодые люди. Я сегодня буду рассказывать, в принципе, про те проекты, которые реализованы в нашей стране в разных уголках. Ну и, конечно, вспомнить тех ребят, с которыми мне напрямую пришлось столкнуться в рамках разработки проектов, в рамках защиты проектов, и они успешно свои проекты реализуют дальше. Я не забыла свой вопрос про народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Кто это сказал? Поэтому ответы можно писать. Ну и один из интересных проектов, проект Александра Кориса, это открытый молодежный межрегиональный военно-патриотический слет театра военных действий, где ребята проходили слетную подготовку. У них проходили отборы, потом они участвовали в слете. Вы можете в интернете сейчас найти информацию и полностью посмотреть, что же такое интересное происходило и почему ребята одержали победу. Здорово, интересно. Но это опять же военная патриотика. А вот, например, турнир радиоуправляемых танков «Стальная гвардия» из города Тобольска, Юрий Скеров его написал и защитил. Вот здесь уже военной патриотики несколько меньше. Несколько меньше военной патриотики в проекте спектакля. Светлана Михайловна, вы выключили микрофон. Так, у меня включается звук. Видимо, кому-то нужно у себя включить звук. Когда кто-то присоединяется со звуком, у меня выпивается звук. Поэтому микрофончики сразу отключайте, пожалуйста. Значит, проект «Дети войны» – это спектакль «Вербатим» и некоторого рода такой документальный театр. То есть команда проекта собрала участников, и они собрали материалы из дневников, из различных записей людей, которые жили вот в те годы. И они озвучили их и поставили. Коллеги, если что-то с моим звуком сделаете, будет удобнее выступать, потому что звук почему-то отключается постоянно. Заранее благодарю. И, конечно, эти спектакли были представлены на разных площадках, в том числе и в Дальневосточном федеральном университете, и были, конечно, приурочены к разным военным событиям. А вот Тигран Агабекян из Краснодарского края тоже защитил проект, получил на его реализацию определенную сумму денег, определенный грант. И что они сделали? Вот те места, где проходили военные события, они изучили историю, зашили ее в QR-код, и, соответственно, любой турист или любой посетитель мог навести и считать информацию, но, кроме того, они еще собрали молодежь, и молодежные команды проходили квесты по этим тематикам. Еще один интересный проект, это не касается Великой Отечественной войны, но он тоже интересен.
Его защитил, разработал со своей командой Владимир Баржин из Арзамаса, и они провели межрегиональный фестиваль в этом фестивале. Здесь было два этапа, и в первом это были музыкальные, исторические и лекционные площадки, ярмарки, фудкорт и так далее. И гости там приходили, участвовали в мастер-классах по лепке из глины, качеству, создавали кукол, знаете, из чего? Из лыка. Учились играть на конюках, слушали лекции из жизни в средние века и средневековом оружии и доспехах. А вот во второй части зрители уже как раз-таки смотрели на военно-реконструкторские движения, и между клубами реконструкторов налаживали взаимоотношения для того, чтобы этот проект развивать дальше. А теперь я вам хочу рассказать, наведите, пожалуйста, камеры вот на этот QR-код. Я вам хочу рассказать про Олега Ордина, замечательного современного дизайнера и большого патриота нашей страны. Я вам дам буквально несколько секунд на то, чтобы вы посмотрели, послушали видео про Олега и про его... Так, а вот если мы мне бы помогли включить видео на экран, есть такая возможность техническая? Уважаемые администраторы, мы бы все вместе посмотрели. Будет это вывести через демонстрацию экрана лучше. Через демонстрацию? Да, давайте попробуем. Так, через демонстрацию. Секундочку, тогда мы с вами немного поясним. Пока я ищу видео, я хочу рассказать, что с Олегом Ордином мы познакомились на форуме, так, вот нашла, на форуме Таврида. Он защищался как раз-таки в моей комиссии. И, да, это реклама. Скажите, пожалуйста. В вашем классе будет учиться девочка, которая переехала к нам из Москвы. Пошли познакомимся. Дизайн – это формирование идентичности определенной аудитории людей, которая должна получить некие выгоды, интересы или любовь с каким-то продуктом. В соответствии с этим наша задача как современников, как дизайнеров нового поколения найти эти смыслы, которые близки нашим людям, влюбиться в них самим, раскопать инсайты, которые могут сделать и эстетику, и функцию, отражающей
наше представление о мире, те материалы, которые близки нам. И, конечно, тогда это повлияет на востребованность продукта и на его финансовую емкость. Так, вот на этом я демонстрацию экрана приостановлю, мы с вами вернемся к презентации. Но я в любом случае рекомендую посмотреть ролики еще про Олега Ордена. Это молодой парень, москвич, который когда-то защищался на форуме Давида в моей комиссии. И во время защиты проекта они решили создать проект творческий. Он дизайнер, урбанист, архитектор. И они понимали, что нет таких форумов или площадок, где российские архитекторы, дизайнеры могли бы вместе собираться, что-то генерировать и создавать новый продукт. Но они решили создать такую площадку. И защитившись, они получили грантовую поддержку. После того, как Олег получил грант, он занялся своей командой реализацией проекта. И форум должен был пройти на базе одного из московских университетов, но Олег, проходя мимо ВДНХ, заглянул туда и рассказал о своем проекте. И на ВДНХ в 75-м павильоне ему предложили такой форум провести. И представляете, это не просто вузовская площадка, а именно вот это огромное пространство, где можно было подобный проект реализовать. Но Олег на этом не остановился. Он позвонил в Mercedes-Benz, российское представительство, и рассказал о своем проекте и предложил им стать партнерами. Ему говорят: да, хорошо, нам это интересно. И как они стали партнерами проекта Олега. Ну, после этого Олег делился всегда со мной своими новостями, развитие проекта рассказывал. И как-то мы с ним встречались весной, и он вспомнил еще про один свой проект и рассказывает мне про российскую идентичность. Почему мы, поколение, может быть, ваше или до вас поколение, выросли на супергероях каких-то западных, европейских, американских. Почему Человек-паук, почему Бэтмены, почему еще какие-то подобные герои. И он говорит: ведь у нас же очень много наших российских героев. У каждого народа, проживающего в России, свои национальные герои. И они стали развивать вот эту тему. И представляете, когда я у него спросила: Олег, а как же ты вот в нынешней ситуации не было желания поехать работать в Mercedes-Benz или в Volkswagen или еще где-то? Он сказал: нет, я патриот, я россиянин, я москвич, и я занимаюсь тем, чтобы наша страна, чтобы наша Москва, чтобы наши территории, Олег очень много работает, его приглашают на разные площадки. Не так давно он в Екатеринбурге работал в рамках своего проекта. Я хочу, чтобы наша страна развивалась, и я настоящий патриот нашей страны. Расскажу еще один интересный проект. Это не просто про этот проект, а еще про одного молодого человека, с которым мы тоже встретились абсолютно случайно первый раз. Тимур Мананов. Наверняка вы его знаете. Это человек, который собрал огромную команду, и чей проект сейчас развивается семимильными шагами, слава богу. Он из маленького города Учулы, Республики Башкортостан. И в то время он учился
в одном из университетов Уфы. И ребята написали проект, не помню, в нефтяном, по-моему, по развитию олимпиадного движения. И говорили о том, что в республике олимпиадное движение, ну, какое-то оно такое, знаете, стандартное, и активности не наблюдается. И ребята сами заявили желание, чтобы в республике талантливых ребят помогать им развиваться, помогать повышать их интеллектуальный уровень, помогать способствовать, вернее, тому, чтобы как можно больше ребят принимали участие в олимпиадах. Я тоже, кстати, когда-то принимала участие в Башкирском госуниверситете в олимпиаде по биологии. Даже заняла какое-то призовое место. Какое, не помню, второе, по-моему. Вот. Так вот, Тимур Мананов вырастил такую большую команду, которая продолжает дальше развивать олимпиадное движение и по физике, и по истории. Сам Тимур сейчас находится в Сириусе на обучении, вы знаете. А этой весной, когда я была в городе Уфе, и мы работали с экспертами, мне от команды Тимура подарили такую шикарную футболку, на которой изображена карта Башкортостана. И написано Home. То есть H вместо O. Вот этот вот, ну, там, березовый листочек, да, Home. И было настолько приятно, со спины было написано с использованием там Башкортостан, да, элемента пария. И таким образом хочу сказать, что действительно вот ребята продвигают тему патриотизма, то есть через науку, через развитие территории, через то, чтобы становилось лучше, чтобы вы, как молодежь, как подрастающее поколение, могли республику и в целом страну выводить на новый уровень. Ну и сейчас я вас верну к презентации. Например, вот еще один из проектов, это уже другая территория, Карачаево-Черкесия, про донорское движение. И назвали они его «Мы не проливаем кровь, мы ею делимся». Здесь уже присоединяется к теме сохранения исторической памяти и к теме патриотизма тема донорского движения, что кровь у нас одна. И, кстати, вот есть еще на Кавказе один из проектов, называется «Культурные коды», когда брали анализы крови и показывали, что действительно вот мы настолько одинаковые, что не нужно ссориться, не нужно делить, кто какой национальности, а нужно жить в мире и добре, под мирным небом. Еще один интересный проект, тоже можете навести свои камеры и прочитать про Центр поддержки некоммерческих организаций города Каталыма. Там много людей живут с разных территорий, то есть это тот субъект, где очень много людей когда-то приехало из других субъектов, Советского Союза, Российской Федерации, и, соответственно, так вот интересно и мирно они уживаются и дружат. Еще интересный проект «Этноблогеры большой страны» рассказывают о разных уголках нашей страны, про разные национальности, про разные традиции. Здесь я бы подключился, вспомнила еще про один проект. Есть такой парнишка из Калмыкии, фамилия у него сложная, зовут его Бадма. Интересное такое имя, интересный парень. И в рамках программы «Больше, чем путешествие» они ездят по стране и рассказывают про разные красивые уголки нашей страны, про разных людей, про разные проекты, где что происходит.
И действительно, этот проект, ну, настолько он патриотичен, настолько он интересен, что, заходя на его страничку, он у меня есть в друзьях, кстати, со мной тоже можем дружить, и тоже вот таким образом проявляется патриотизм. Ну, наверное, я бы здесь еще вот к теме патриотизма вернулась к песне советских времен, но в ней заложен такой глубокий смысл, который раскрывает, наверное, тему патриотизма, с чего начинается Родина. И возвращаясь к теме сохранения исторической памяти, к теме патриотизма, все же еще раз обратила бы ваше внимание, что это не только военная патриотика. Следующий проект, про который мне хотелось бы сказать, это проект «Мы, россияне». Я не буду на нем долго останавливаться. Для вас есть QR-код, тоже посмотрите. Может быть, у вас возникнут какие-то интересные мысли или идеи по поводу развития подобного проекта на вашей территории. И еще проект «Этническая жизнь народов России. Национальный акцент». Тоже прочитайте про него информацию и тоже обсудите его, но это уже за рамками нашей встречи. Несколько сложнее проект, наверное, для более взрослой аудитории или для тех, кто занимается с научной точки зрения национальными вопросами. Это устойчивое развитие этнокультурного сектора. Тоже эту историю почитайте. Ну и если вам, так вот смотрите-ка, здесь у меня загружено видео, но я его не могу включить, к сожалению. Хотя в моей презентации это включалось. Но давайте я попробую, наверное, включить это по-другому, потому что это очень такой важный ролик, и все о том, о чем я рассказывала вам, и о чем мы сейчас говорили, оно отражается несколько в этом ролике. Секундочку. Сейчас мы все подстроим и посмотрим. Так. А зачем нам это? Соответственно, если мы с вами сейчас вот вдруг во время нашего общения, во время моей презентации у вас возникли какие-то мысли, и вы думаете о том, что интересного вы можете сделать в области патриотизма, сохранения исторической памяти, что-то интересное представить в республике, в нашей стране, а может быть просто в вашей школе или в университете. Я вот еще раз пролистываю презентацию, напоминаю вам, и хочу сказать о том, что ваши инициативы в рамках Росмолодежи, в рамках российского движения детей и молодежи, они могут быть поддержаны. И вы на это можете получить до 1 миллиона рублей. Это был небольшой ролик, но на самом деле всю информацию вы можете найти на сайте.
И вот сейчас я вам рассказала о том, что можно, в принципе, сделать. Дальше вы в рамках фабрики компетенций будете участвовать, кто-то из вас, да, в очном формате. То есть у нас сейчас идет блок онлайна, кто-то примет участие и офлайн. Что нужно для этого будет сделать? Если вы выбираете именно эту тематику, у вас есть какие-то мысли, какие-то идеи, какие-то желания, может быть, какая-то вот есть мечта, что-то создать интересное, что-то создать нужное и полезное для вашего для вашего города, для вашей школы, для республики, для страны в целом, то, в принципе, мы с вами, встретившись вот в период с 1 по 4 ноября, будем ваши идеи прорабатывать. И то, что будет проработано, вы можете еще раз отправить на конкурсы и получить до 1 миллиона рублей на то, чтобы ваши идеи, ваши мечты реализовать. Я вам сейчас предлагаю один из форматов работы. После того, как мы с вами закончим общение, вы можете сначала индивидуально, вот смотрите, формат. Сначала индивидуально вы продумываете, какие идеи есть. Потом объединяетесь в пары и друг с другом делитесь теми идеями, которые у вас появились. Потом вы объединяетесь в четверки, то есть одна пара с другой парой, и представляете друг другу, опять же, те идеи, те мысли, которые у вас есть. Ну и потом можно, если вас будет много, можно объединиться в единую команду или в две команды по 8 человек и уже думать над тем, какие же идеи выбрать, и зафиксировать их обязательно на флипчарте. Ну и вот слово ранжировать, я думаю, вы все понимаете. Когда будут все ваши идеи зафиксированы, вы уже можете их проранжировать и проголосовать, например, все вместе. Какая идея вам больше всех понравилась? Ставите циферку 1, то есть она такая самая главная идея будет у вас. Потом циферку 2, ну и на последнем месте менее интересная идея. И дальше вы начинаете каждую идею разбирать. Вы начинаете критиковать. Вы можете... Вы, например, можете взять наклеечки и каждый... Так, Кристина задает вопрос. Нам на одну работу 25 минут или на все? Вот, Кристина, посмотрите. На первый блок, вот они, 2 минутки дается, когда человек сам пишет. Когда работаете в паре, 3 минутки в паре. Когда работаете в четверке, 5 минут. И когда работаете в... На это выделяется 7 минут. Итого на все это, на генерацию идей, примерно 25 минут. Дальше. Вы покритиковали, идеи разобрали, либо можете проголосовать. Вот так вот просто вот руку поднимаете и голосуете, да, за идею. Либо каждая идея собирает наклеечки. И, например, у вас у каждого может быть 3 наклейки. Например, зеленая – это супер идея. И вы свою зеленую наклеечку на флипчарте приклеиваете к той идее, которая вам больше всех понравилась. Желтая, ну, это более-менее интересная идея. Ну и красная идея, например, та, которая вам абсолютно не понравилась. И таким образом вы определите, какие идеи, которые у вас были, набрали больше всех голосов.
Потом можете применить еще одну такую голосовалку. Можете выбрать 3 лучшие идеи. Вот, посмотрите, это опять же обсуждение, это один из вариантов, и на это 7 минут выделяется. И среди них отметить, какая идея проектная самая быстрая, или какой проект самый недорогой и не очень много денег на это надо, а какой проект самый эффективный, то есть какой из них принесет больше всего пользы. Обсуждали, и потом 5 минут там выбрали, может быть, еще что-то доработали. В общем, можно на это вместе потратить 8 минут. И потом каждая идея в течение 1 минуты презентуется. Соответственно, если у вас будет 2 команды, значит это 2 минуты, если 5 команд, это значит 5 минут и так далее. Вот в таком формате можете проработать. Я вам дам домашнее задание, и вы подумайте, вот те идеи, которые у вас сегодня появились, и над которыми мы с вами в рамках фабрики компетенций дальше проработаем, подумайте, вот каждый сам с собой побеседуйте. Вообще, для чего вы хотите это сделать? Главный вопрос, который вы здесь должны задать, это чтобы что. Вот чтобы что произошло новое, позитивное, интересное, увлекательное, ну да, нужное, полезное, доброе, интересное. В чем основная проблема? Спасибо, Иван. Какую проблему вы обнаружили, то есть чего не хватает, или что конкретно плохо, что негативное происходит, и вот вы благодаря своей идее можете ситуацию улучшить. Обязательно подумайте, для чего это нужно лично вам. Вот я, например, понимаю, для чего мне это нужно. Я работаю с разными территориями в Российской Федерации, и я вижу позитивные результаты, и мои воспитанники из разных уголков нашей страны достигают больших результатов. Во-первых, и самореализуются, во-вторых, и приносят добро в каждом уголке. И я вижу в этом свой вклад. Например, вот в эти выходные мы будем работать в Красноярске. В следующие выходные мы будем работать в Пятигорске. А следующие ноябрьские праздники мы будем с коллегами работать в городе Уфе. И вот нас, таких экспертов, большая команда, ключевых, наверное, человек 25-30, плюс наша команда всегда увеличивается. Дальше подумайте, в чем сила вашего проекта. Почему ваш проект очень крутой? Инна, смотрите, пожалуйста. Инна, спасибо. Если вот мы говорим про Олега Ордена, его проект крут тем, что он за наших российских национальных героев. Да? Если мы говорим про Тимура Мананова, то он тоже таким образом проявляет патриотизм, развивая олимпиадное движение в нашей стране. Ну и подумайте, какие ближайшие шаги вы будете предпринимать после нашей сегодняшней встречи. То есть обязательно напишите 1, 2, 3, что вы будете делать, хотя я вам подсказочку уже дала, да, для того, чтобы принимать дальше участие в проекте. Поэтому сегодня, завтра, вот вам задача по генерации идей, критики идей, это вам нужно сделать в ближайшее время, отбор 3 сильнейших, это подумать дома, перед сном можно, ну и, конечно, это подготовка видеовизитки. То есть сейчас, пока вы находитесь в онлайне,
потом вы очно встречаетесь, я с вами пока до 1-2 числа не вижусь, вам, ну, Кристин, да, это обязательно, вы же в проекте участвуете. Только, как я понимаю, вам нужно будет выбрать номинацию, в какую вы номинацию пойдете. У вас несколько презентаций, сегодня, завтра еще будет. И если вы выберете именно это направление, то с вами работу продолжу я. Если вы выберете какие-то другие направления, там работу вы продолжите с другими экспертами. И вам нужно будет по вашей проектной идее подготовить презентацию, видеоролик, в котором вы примерно в течение 2 минут расскажете, какую вы увидели проблему, какой интересный способ решения этой проблемы вы придумали. И что вы, вот такие вот крутые, такие молодые, энергичные, классные, сделаете для того, чтобы ситуация улучшилась, для того, чтобы всем было интересно, чтобы всем было полезно, чтобы вокруг нас становилось с каждым разом, с каждым годом, с каждым днем все лучше, лучше и лучше. Ну и в презентации вы видите технические требования. Вот верхний правый угол, посмотрите, сколько кадров, какие пропорции должны быть. Дальше обязательно должна быть заставка с названием, информация про вас, про населенный пункт и название, конечно. Ну и вашу видеовизитку нужно будет разместить в облаке или в социальных сетях. Конечно, не забудьте дать общий доступ, чтобы можно было посмотреть ее. Мы будем отсматривать, пусть другие смотрят, собирайте лайки, собирайте, вернее, раскидывайте везде, распространяйте информацию. Чем больше вы о своих идеях будете рассказывать, тем быстрее они будут развиваться и расширяться. И до 24 октября мы будем ваши заявки принимать, отсматривать, и дальше будем уже в очном формате в первых числах ноября прорабатывать. Вот такое вам задание. Значит, я свое выступление закончила. Сейчас я предлагаю ответить на вопросы, которые возникли во время презентации, и расскажу, на какие-то из них отвечу я, на какие-то из них ответит Алсов, как я понимаю, да? Так, не знаю, видимо, Катя, да? Зачем соцсети? Ну, для того, чтобы, во-первых, посмотреть, не хотите в соцсети заливать, ну, залейте просто в облако. Но еще раз говорю о том, что если вы хотите самореализовываться, если вы хотите развиваться, если вы хотите, чтобы наша страна, республика развивалась, нужно об этом рассказывать. Я думаю, что вы заметили, что практически во всех каналах нашей страны постоянно мы слышим о том, как в нашей стране все улучшается. Абсолютно во всех сферах. Поэтому рассказывайте о своих инициативах и вы тоже. За это дадут деньги. Но если вы выиграете, не за это дадут деньги, а на то, чтобы реализовать вашу идею, вы можете поучаствовать в конкурсе и получить до 1 миллиона рублей. Представляете? Вы можете быть миллионерами для того, чтобы реализовать вашу идею. Так, Кристина спрашивает, нужно просто сделать видеовизитку. Кристина, смотрите, не просто сделать видеовизитку, а проектная идея, проектная инициатива, она возникает в команде. Проекты не реализуются в одиночку, и, соответственно, вам эту идею нужно проработать. И я вам дала некую такую технологию простую, что вы можете генерить идеи,
покритиковать то, что он генерил, проголосовать, и потом выбрать 3 лучшие идеи. И вообще вы можете одну выбрать. Да? Нет, сначала 3 выберете, а потом можете выбрать 1, 2 или 3, которые вы представите и с которыми мы в рамках фабрики компетенций уже точно дальше будем с вами работать. Так, Алина спрашивает, не знаю, почему Алинка, но я вас Алиной назову, хорошо? Если не выиграете, и 3-я буква «и», наверное, должна быть, да? То тогда, ну что, будете реализовывать проект без финансовой поддержки. Это будет ваш пилотный проект, а потом, когда вы получите, ну, реализуете, можете уже подать на грант, но у вас будет более проработано, ну и тогда ваша победа в конкурсе будет просто неизбежна. Поэтому однозначно, если у вас хороший проект, то вы точно выиграете. Так, а если мы дети, нам также деньги дадут, если выиграем, вам также деньги дадут, договор будут подписывать ваши родители, если вам до 18 лет. С 18 лет уже подписываете вы сами. А с кем делать и когда? Ну, когда делать? Можете приступить сегодня, можете приступить завтра. Я думаю, что организаторы вам расскажут, будут ли наставники и как будут организованы команды. И до какого числа это тоже вопрос к организаторам. Алсу, вам передали слово, наверное, по этим вопросам. Да, сейчас. Насчет чего нас предупредили, как раз-таки по видеовизитке вы тоже все сказали. На первом этапе вы должны представить нам как раз-таки информацию по своим проектам. Как уже выделили, это основные значения. Микрофон. Главное в своей видеовизитке отразить те смысловые аспекты, которые вы закладывали в свой проект, чтобы эксперты, которые будут их отсматривать, поверили вам и как раз-таки решили, что ваш проект, он требует доработки и с экспертной поддержкой сможет как раз-таки сделать наш мир чуть лучше, чуть добрее, и как раз-таки будет развивать в том числе и вас. Насчет основных организационных моментов, да, вам полностью скинут информацию, будет централизованно все это доводиться, чтобы не только сейчас в таком формате было, но и, в принципе, чтобы было закреплено в документах, и вы смогли ориентироваться. По этому вопросу вас сориентируют. Какие еще есть вопросы? Вы можете написать в чате, мы их озвучим и как раз-таки ответим. Пока Кристина печатает, еще кто-то печатает, да, я хочу сказать, что участие вот в таких разных историях – это очень круто. И, например, вот лично мне, да, что это дало? Я вот сейчас на этой неделе поеду в 61-й регион нашей страны. То есть из 89 субъектов 61 – это те площадки, на которых я уже поработала, в местах, в которых я уже побывала. И действительно просторы нашей страны, они необъятные, они безумно красивые. И хочу сказать, что в этом есть еще один плюсик. Все это, все поездки в рамках форумов, в рамках конкурсов оплачивает государство. Поэтому вы можете бесплатно путешествовать по стране, дорога, питание, проживание, но в ответ вы творите добрые, важные, нужные дела. Так, Кристина, если кто-то выиграет, они поедут в Уфу на 4 дня или на 1. С 1 по 4 в Уфе очень и так. Алсу, к вам вопрос. Да, насчет сроков выполнения как раз-таки 24 октября. Вы до 24 октября должны предоставить свои видеовизитки. Вы сейчас можете заскринить в том числе и экран
нашу демонстрацию экрана, потому что там по всем точкам все расставлено, что вам нужно сделать, в каком формате, какие технические требования и куда нужно направить ваши конкурсные проекты. Насчет очного этапа вам как раз-таки Наталья Степановна отметила, то, что очный этап у нас будет с 1 по 4 ноября в Уфе. Туда пройдут как раз-таки те ребята, которые пройдут этап отбора видеовизиток, и те проектные инициативы, которые как раз-таки станут самыми главными и которые будут требовать доработки на очном этапе. На очном этапе у вас будет уникальная возможность поработать с нашим экспертом, поэтому, пожалуйста, не упускайте такую возможность, развивайте, и если у вас будут какие-то проекты, в том числе вы можете, если у вас будут какие-то вопросы, вы можете к нам обращаться, мы в любом случае поможем. Если у вас компьютер, то вы можете зажать 2 клавиши FN и Print Screen. Тогда вы можете сделать скрин экрана. И в том числе ваши товарищи из класса, ваши одноклассники могут поделиться. Так, еще один вопрос от Атоса. Интересно. Через компьютер вы можете отправить себе в любой чат, ВКонтакте, в Телеграме, где хотите, и также эта картинка будет сохраняться. Пожалуйста, еще какие-то вопросы у вас остались? Вот, очень хорошо, что вы друг с другом делитесь. На этом, я думаю, уже все, потому что у наших участников тоже заканчиваются вопросы. Светлана Михайловна, спасибо большое, в том числе от наших участников, от меня лично, что выступили сегодня на нашей площадке в рамках проекта «Фабрика компетенций». Очень ценно, что вы поделились с нами полезной информацией, реальными кейсами реализации патриотических проектов и заложили в нас важные смыслы. Уважаемые участники, с вами я тоже на этом прощаюсь. Двигайтесь вперед, развивайтесь и делайте проекты. Особо благодарю вас, уважаемые участники, тоже благодарю, и мне очень хотелось бы, чтобы у вас появились интересные идеи, и во время очной нашей с вами работы мы с вами создали такие крутые проекты, интересные для вас, интересные для республики, интересные для нашей страны. Желаю вам успехов!